Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Непряева и Белорукова выступят в гонке на 10 километров на чемпионате мира. Федерация лыжных гонок России объявила состав национальной сборной на женскую индивидуальную гонку классическим стилем. В состав команды вошли Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Алиса Жамбалова. Гонка стартует уже сегодня. С трассы в комментаторскую будку олимпийский чемпион Антон Шипулин будет комментировать чемпионат мира по биатлону на Первом канале. Об этом было объявлено в эфире одной из популярных телепрограмм. Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Титулованный спортсмен завершил профессиональную карьеру в конце декабря прошлого года. Его последним соревнованием стала рождественская гонка 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. 31-летний биатлонист является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады 2010 в эстафетных гонках. Он также 6 раз становился призером чемпионатов мира, а в 2017 выиграл мировое первенство в эстафете. Омский «Авангард» на домашней площадке разгромил казанский «Ак-Барс со счетом 6-0 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов, Вилли Пока, Артем Манукян, Коди Францен и Сергей Шумаков. Отметился сразу 2 шайбами на 53 и 57 минутах. Команды встречаются в серии плей-офф континенталки уже в 4-й раз. Все 3 предыдущие серии выигрывал клуб из Казани. К тому же «Ак-Барс» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 27 февраля в Балашихе. Российские хоккеисты в Национальной хоккейной лиге срывают звезды одну за другой. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов признан первой звездой прошедшей игровой недели. Об этом сообщает пресс-служба лиги. 30-летний спортсмен провел 3 матча, в которых одержал 3 победы, отразив 96,4% бросков. В матче против «Вегаса» Варламов сыграл на 0. Второй звездой недели стал финский форвард Флориды Александр Барков, набравший в 4 встречах 7 очков. Третьей звездой стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который дважды сыграл на 0 в 3 матчах, пропуская в среднем 1,1 шайбу при показателе отраженных бросков 96,3%. Обладатель пояса абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет выступать в других организациях и видах спорта во время дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Резван Магомедов. Неважно, во время дисквалификации или вне ее, Хабиб по своему эксклюзивному контракту с UFC не имеет права выступать в других организациях или ударных видах единоборств. Разве что может выступать в вольной борьбе, грэпплинге или джиу-джитсу. Но он не будет этого делать, у него и так загруженный график, сказал Магомедов. Ответ последовал на предложение спортсмену от генерального секретаря Российской Федерации бокса Умара Кремлева провести боксерский поединок. Напомню, что по итогам расследования инцидента, который произошел после боя россиянина с ирландским бойцом Макгрегором, атлетическая комиссия штата Невада в конце января дисквалифицировала Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на $500 000. Чемпион позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре. Чемпионат республики по мини-футболу завершился в алмазной столице. За звание сильнейшей сборной боролись 6 команд. Все подробности в материале Марфирины Алексеевой. 4 дня сильнейшие команды Якутии по мини-футболу вели ярые футбольные баталии. В последний раз город Мирный проводил такой чемпионат 15 лет назад. Я много лет играл сам, когда-то в многих турнирах побывал, но вот такой конкуренции, как в этом году, такого не было. Все результаты, 1-2 мяча разница, очень большое количество ничей, команды все равные. В этом чемпионате не приняли участие 2 сильнейшие команды Якутии. Это прошлогодние победители первой лиги, команда города Якутска и сборная Нерюнгринского района. Таким образом, эти 2 команды отпускаются во 2-ю лигу и смогут заявиться на чемпионат только в следующем году. Мы же в Якутск ездим, а есть регламент. Вот это спортивный принцип. Если вы не приехали, ну, значит, будьте добры, играйте во 2-й лиге. Это то есть они в этом году не сыграли, еще в следующем году не сыграют в первой лиге. Итого всего 6 команд. Это хозяева, обладатели 2-го места Мирнинская сборная,
Бронзовые призеры команда Ленского района, Алекминского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, а также победители республиканского чемпионата первой лиги этого года – сборная Алданского района. В республике это один из самых массовых видов спорта. Это благодаря двум командам, которые профессиональным командам. Это Алмаз Орлроса, Мирнинская команда, и Заря город Якутск. Спортивный город, мы все знаем. Вот благодаря команде Алмаз здесь проводятся и проводились разные, даже международные соревнования. Поэтому организация вообще на высшем уровне. Высокий уровень организации чемпионата стал толчком для обсуждения о проведении еще одного республиканского соревнования по национальным видам спорта именно в Мирном. Ну а чемпионат первой лиги по мини-футболу в следующем году, возможно, пройдет в Ленске. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Это были новости спорта. Всего доброго.